Так или иначе, каждый предприниматель сталкивается с поиском источников финансирования. Либо на стадии начала своего бизнеса, либо в связи с расширением. Многие наемные работники лишь продолжают мечтать о начале собственного дела. Оправдывают себя отсутствием начального капитала. А некоторые более опытные предприниматели продолжают балансировать на грани в условиях нарастающей конкуренции. Боятся быть связанными кредитными обязательствами и поэтому вовремя не масштабируют свой бизнес. Кроме того, многим свойственно заниматься бизнесом вслепую. Здесь играет роль или неопытность, или привычка заниматься бизнесом в тени. Это оборачивается неоправданными рисками и провалами. Именно поэтому в регионах создаются максимально комфортные условия для ведения своего бизнеса. Сегодня в программе «Такой большой малый бизнес» вы узнаете о том, кто готов поручиться за ваш кредит перед банком. А также мы расскажем о портале, который значительно упрощает жизнь предпринимателям. Соединение со спутниками установлено. Поверните налево. Система навигации в автомобиле помогает проложить кратчайший маршрут в пункт назначения, экономя силы, деньги и время. В бизнесе также можно избежать типичных для новичков ошибок, если следовать советам верного наставника. Предприниматели Сыктывкара уже ощутили на себе преимущества навигатора по бизнес-процессам. Вы же знаете, что все продвинутые, все в онлайне, поэтому они в любое время, независимо от своего рабочего дня, могут зайти и посмотреть. Большим преимуществом, считаю, это когда можно в любой час времени ночи задать любой вопрос, и тебе ответят на него. Чаще всего со стороны предпринимателей звучат общие вопросы, но на них всегда находятся конкретные ответы. Бизнес-навигатор – это разработка федеральной корпорации по малому и среднему предпринимательству. Ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. Доступ к порталу для зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства совершенно бесплатный. Большой плюс, что здесь можно рассчитать на сайте портала бизнес-навигатор МСП свой бизнес-план. Все-таки без расчетов ничего не получается. Первый шаг – это расчет бизнес-плана. Здесь это очень легко, доступно. Ольга Сергеева – начинающий предприниматель в сфере оздоровления. Мечтает открыть свой спортивный центр для пенсионеров. Анализ рынка сделала при помощи бизнес-навигатора. Узнала, что в Сыктывкаре эта ниша свободна. Конкуренции нет. Это и стало побуждением к действию. Мы рассчитали полностью свой бизнес-проект. Рассчитали то, что сколько надо вложений, сколько надо платить налогов, сколько у нас уйдет вообще на подготовку этого проекта. Для развития своего бизнеса Ольга решила поэтапно воспользоваться всеми доступными мерами господдержки. В ближайших планах получения гранта. Ольга впервые оценила плюсы бизнес-навигатора МСП во время обучения в Государственном центре инноваций и предпринимательства города Сыктывкара. Между тем, строить свой бизнес при помощи навигатора предлагают и многофункциональные центры столицы республики. Здравствуйте. Я бы хотела зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор». Что для этого требуется? Да, у нас есть такая услуга. От вас требуется индивидуальный номер на плательщика, контактный номер телефона и ваш электронный адрес. Соответственно, фамилия, имя, отчество. В этом году для регистрации на портале поступило 1900 обращений в адрес МФЦ по Республике Коми. Сейчас бизнес-навигатор – самая популярная услуга корпорации МСП, и интерес к ней продолжает расти. Также предпринимателям предоставляется доступ к информации о финансовой поддержке, о недвижимом имуществе, об участии в госзакупках. Этот информационный ресурс очень помогает предпринимателю Андрею Булышеву. Его деятельность связана с жилой и коммерческой недвижимостью. Портал помогает мне в работе с моими партнерами и помогает мне найти новых заказчиков с государственным участием. В данном случае риэлторское агентство посредством бизнес-навигатора взаимодействует с администрацией города. Портал корпорации МСП оказывает информационное обеспечение деятельности предприятия. В ближайшее время спектр услуг корпорации МСП увеличится. До конца года планируется предоставление еще 2 услуг корпорации. Это услуги по подбору мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и услуга об обучениях и тренингах, проводимых корпорацией, с возможностью электронной записи на эти обучения. Начать пользоваться бизнес-навигатором корпорации МСП можно, не выходя из дома. Перейдите на сайт smbn.ru и зарегистрируйтесь. Далее выберите вид бизнеса. Теперь подберите помещение, затем рассчитайте примерный бизнес-план. Наконец, узнайте о мерах поддержки вашего бизнеса. Здесь же можно найти и проверить своего контрагента. Доступен сервис по созданию и продвижению собственного сайта. На сегодняшний день на портале бизнес-навигатора МСП по России зарегистрировано более 600 тысяч человек, хотя проект существует чуть более года.
простота сайта корпорации, конечно же, бизнес-навигатор. Да? Все в один клик, все доступно, без каких-либо загрузок там чего-то большого. То есть все настолько просто, что разберется даже ребенок. Бизнес-навигатор МСП создан по принципу одного окна. В результате вы сможете успешно зарегистрировать свою компанию, скачать оптимальный бизнес-план, взять в аренду помещение по льготной ставке. Даже получить кредит в банке выгоднее с государственной поддержкой. На сегодняшний день предприниматель может претендовать на целый комплекс мер финансовой поддержки от государства. Один и тот же проект, помимо обычного банковского займа, может быть обеспечен дополнительно. На помощь приходят микрофинансовая организация и гарантийный фонд Республики Коми. В 2017 году уже выдано 11 поручительств на общую сумму более 17 миллионов рублей. И непосредственно с участием гарантийного фонда банки профинансировали субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме более 56 миллионов. Известная ситуация. Заемщик получает положительное решение банка о выдаче кредита, но не имеет достаточного имущественного обеспечения. Предложить в залог нечего. В такой ситуации гарантийный фонд обеспечит необходимую сумму сделки. Заметьте, бегать при этом по инстанциям не требуется. Одобренная банком заявка направляется прямо в гарантийный фонд. Здесь на принятие решения о поручительстве уходит не более 3 дней. В данном случае ответственность фонда составляет не более 70%, соответственно, не менее 30% заемщик должен обеспечить собственным обеспечением. То бишь это либо недвижимость, либо движимое имущество. Предприниматель, в свою очередь, должен соответствовать ряду требований. Это отсутствие процедуры банкротства и долгов перед налоговой. К стоп-факторам относится также производство или реализация подакцизных товаров. В случае успешной сделки услуги фонда вознаграждаются заемщиком. Как правило, размер платы составляет от 0,75 до 1,75% годовых, в зависимости от срока кредита. Причем, чем длиннее рубль, тем ставка ниже. Гарантийный фонд Республики Коми выступает партнером федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. А на сегодняшний день именно гарантийный фонд может предоставлять поручительство, пока ограничен по сумме, это 3,8 миллиона рублей. Естественно, если сумма поручительства, которая требуется самому клиенту, превышает эту озвученную на сегодня цифру 3,8, мы можем обратиться именно к следующему уровню господдержки, то есть саму корпорацию МСП, также за предоставлением поручительства. Сбербанк входит в 8 банков, с которыми сотрудничает гарантийный фонд. Также в списке финансовых партнеров Россельхозбанк, Банк ВТБ-24, Севергазбанк и другие крупные кредитно-финансовые учреждения России. К сведению, гарантийным фондом в ближайшее время планируется увеличить максимальный единовременный лимит на одного заемщика в пределах 5,5 миллионов рублей. Условия программы стимулирования кредитования и уполномоченные банки. Ключевые условия программы стимулирования кредитования. Процентная ставка 10,6 для субъектов малого предпринимательства и 9,6 для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых компаний. Срок льготного фондирования до 3 лет, но срок кредита может и превышать срок льготного фондирования. Проекты приоритетных отраслей. Сельское хозяйство, предоставление услуг в этой области. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая переработка сельскохозяйственных продуктов. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Строительство, транспорт и связь. Внутренний туризм. Высокотехнологичные проекты. Деятельность в области здравоохранения. Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье. Размер кредита – от 5 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей. Общий кредитный лимит на заемщика – до 4 миллиардов рублей. В рамках программы стимулирования кредитования корпорация МСП взаимодействует с 39 уполномоченными банками. В Республике Коми началась регистрация на участие в программе «Ты предприниматель», которая стартовала в октябре. Принять участие в ней могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, предварительно заполнив анкету участника. Программа «Ты предприниматель» включает в себя несколько направлений. Именно это увеличивает ее охват и делает максимально эффективной для молодых людей.
Если молодой человек хочет начать свой бизнес, но ему не хватает навыков, он может пройти обучение в школе начинающего предпринимателя. Тогда в течение месяца с ними будут работать бизнесмены практики, тренеры и коучеры. При окончании программы участники имеют колоссальный набор знаний и умений, благодаря которому могут сделать успешный старт в бизнесе. Кураторы «Ты предприниматель» в Республике Коми регулярно обучаются по федеральным программам и международным методикам ведения бизнеса, что позволяет делать образовательные курсы качественными и полезными для молодежи. Для молодых бизнесменов проходит конкурс «Молодой предприниматель России», состоящий из 2 этапов – регионального и федерального. Для участия в региональном этапе необходимо подать заявку, включающую информацию о своем бизнесе, на суд жюри и пройти очную защиту. Победители конкурса примут участие во всероссийском этапе и поборются за ценные призы. Заполнить заявку можно в официальной группе ВКонтакте «Ты предприниматель» в Республике Коми, а также в торговом центре «Макси», где с 17:00 до 21:00 работают волонтеры программы и регистрируют всех желающих. Участие является бесплатным. 2018 уже не за горами. Министерство экономического развития объявило этот год предпринимательским. Узнавайте новое, пробуйте и получайте желаемое. Это была программа «Такой большой малый бизнес». Увидимся 19 ноября. В России много городов с недостаточно развитой сферой сервиса, но есть люди с предпринимательской инициативой, которые мечтают об открытии своего дела. Это Алексей и Алена. Они вместе учились. Алексей – дизайнер, а Алена любит готовить. Они хотят открыть свой бизнес – уютное кафе, где среди посетителей много молодежи. Но ребята не знают, где лучше открыть кафе и как найти нужное помещение. Не имеют опыта обращения в банк. Не знают, как правильно составить бизнес-план. В интернете, на сайте корпорации МСП, они увидели баннер «Бизнес-навигатор МСП». Пользоваться бизнес-навигатором очень просто. Шаг 1. Заходите на сайт smbn.ru и регистрируйтесь. Шаг 2. Выберите вид бизнеса. Шаг 3. Подберите помещение. Шаг 4. Рассчитайте примерный бизнес-план. Шаг 5. Узнайте о мерах поддержки вашего бизнеса. Теперь Алексей и Алена знают, что делать. Они зарегистрировали компанию, скачали бизнес-план, взяли в аренду помещение по льготной ставке, получили кредит в банке. Алексей и Алена уверены, что их бизнес будет успешным. Откройте успешный бизнес с бизнес-навигатором МСП. Доступ бесплатный. Подключайтесь.